Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Сегодня мы с вами продолжаем наш вебинар, и тема нашего вебинара – совместная деятельность педагога и родителей в коррекционной работе с детьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В семье больной ребенок. От такой беды не застрахован никто. Она может коснуться любой семьи, и тогда резко меняется весь уклад жизни семьи. Нередко меняется и сама семья. Все члены семьи, а в первую очередь мама, находятся в состоянии эмоционального стресса. Родители начинают в случившемся винить себя или друг друга. Испытания несчастьем порой не выдерживают отцы. Каждая четвертая мама остается с малышом больным одна. Почти половина мам не работает, ухаживая за ребенком. Большинство переживает материальную нужду, постоянные психологические стрессы. Одни родители, забывая о своих здоровых детях, с головой уходят в излишнюю опеку больного, другие относятся к нему как к безнадежной обузе. За мою практику было очень много семей, из которых ушли папы. И мама одна несет эту тяжелую ношу на себе. Бывают такие случаи, что папа ставит перед мамой условия. Или мы сдаем ребенка в детский дом, или я ухожу из семьи. Вот представьте состояние мамы. Я забираю здорового ребенка, а ты остаешься с больным. Что остается делать маме? Мама решает сохранить семью. Она отдает ребенка в дом ребенка. Но в выходные дни забирают его оттуда. Это хоть какой-то выход. А иногда папы уходят из семьи совсем. И тогда мама остается одна. И вот представьте состояние этой мамы. И представьте состояние мамы, когда она приводит больного ребенка в детский сад. Она угрюмая. Она ушла вся в болезнь ребенка. Ей помочь некому. И поэтому воспитатель должен стать помощником, должен стать партнером для такой мамы. Никакие усилия врачей, медсестер и массажистов, никакие новейшие методы реабилитации не смогут помочь ребенку, если его родители не поставят перед собой задачи помочь ему. Возможность успешной реабилитации в первую очередь зависит от терпения родителей, от их желания помочь своему ребенку, от ежедневной кропотливой работы с ребенком. Забота о ребенке – это тяжелая обязанность и большая ответственность. Но если родители готовы работать ежедневно, упорно, продвигаясь маленькими шажками вперед, то результат будет обязательно. Пусть крохотный, но результат. И это будет родительская победа и победа их ребенка. Помните, что родители больного ребенка, особенного ребенка, это особенные родители. С ними надо выстраивать партнерские отношения, стараясь найти подход к каждому из них. Это трудно, это сложно, но это надо делать. Есть родители, которые с доверием относятся к специалистам детского сада, а есть родители, которые во всем обвиняют врачей, медицину. Весь мир виноват в том, что у них родился такой ребенок. Только толку от этих обвинений нет и не будет. Надо учиться жить с проблемами в здоровье ребенка, принимать своего ребенка таким, какой он есть, брать себя в руки и помогать своему ребенку. Вот ребенок пришел в детский сад. У воспитателя тоже должны быть требования к родителям. Не только требования родителей к воспитанию, ко всему детскому саду. Они очень хорошо умеют требовать, они знают свои права, они всегда добиваются
то, что им надо, говорят, что у каждого ребенка есть свое место под солнцем. Но к родителям надо тоже предъявлять свои требования. Ребенок должен приходить в детский сад чистым и опрятным. Я уже не говорю, что вовремя соблюдать режим группы. Ребенок должен приходить в детский сад чистым и опрятным. Много у нас в детском саду было мам, которые говорили о том, что наш ребенок особенный, у него может быть слюнотечение, у него может быть недержание. И если еще такого ребенка мы приведем в сад грязным, неумытым, непричесанным, то у детей будет брезгливое отношение к ребенку. И у воспитателей порой тоже бывает брезгливое отношение к такому ребенку. Поэтому, если есть какие-то замечания у вас к воспитателю, к родителям ребенка, то тихо, тактично, осторожно скажите ему об этом, чтобы ребенок был чистым и опрятным. Не надо там красивых каких-то брендовых вещей, чистый и аккуратный. Если ребенку назначено использование ортопедических изделий, например, тутора, шинки, корсеты, они назначаются на дневной сон или на ночной сон, то родители эти изделия должны забирать вечером с садика домой, чтобы и дома на ночь ребенку надевать такие изделия. Но чаще всего тутора, шинки приходят в группу медики одевать, потому что одному очень сложно одеть тутор. Раньше, я помню, тутора были кожаные, а теперь они пластмассовые. Тутора, кто не знает, это такие изделия, которые одеваются на ножку ребенка, выводят ее физиологическое состояние. Выводится стопа под нужным углом, и ножка фиксируется в этом туторе, расслабляется, и ребенок отдыхает. Сложно одеть воспитателю одному. Приходят помогать медики. Любое изменение здоровья ребенка дома должно быть озвучено воспитателю. Мало ли ребенок упал дома, получил травму, ушиб, или у ребенка были судорожные приступы, пусть хоть даже самые маленькие, плохой сон ребенка, все это должно быть озвучено воспитателю. Также и воспитатель должен оповестить родителей об изменениях в здоровье ребенка. Одежда ребенка, какой она должна быть? Она должна быть удобной, свободной, чтобы ребенок сам мог надевать ее. Никакой обтягивающей кофты, рубашки, штанишек, никакой обтягивающей кофты, которую надо надевать через голову, быть не должно. Ребенок ведь должен учиться сам одеваться, самостоятельно. А если у него какая-нибудь водолазка очень туго проходит голова, ворот водолазки, ребенку, естественно, тяжело, ему трудно. Поэтому надо подбирать одежду такую, чтобы ребенок мог самостоятельно ее надеть. Кофты должны быть лучше с пуговицами или на замке молнии. Особо хочется сказать про носки. Они должны быть из хлопка, не тугие, а свободные, чтобы ребенок мог их надевать самостоятельно. У детей с церебральной патологией очень часто потеют ножки, в силу терморегуляции ребенка. Поэтому в шкафчике должны быть сменные носки. Очень тяжело смотреть, когда ребенок пытается одеть, еще у него рука поражена, и он пытается натянуть этот тугой синтетический носок, у него не получается, он начинает сердиться. Надо, чтобы у ребенка были свободные носки из хлопчатобумажной ткани. Намного ребенок быстрее научится надевать такие носки самостоятельно. Колготки без тугих и растянутых резинок. Никаких узлов на резинках. У нас родители очень любят завязывать резинку на колготках на узел. Не зашить, а завяжут узлом. И представьте, попадает этот узел на какую-нибудь биологическую активную точку или натирает этот узел. На спинке появляются натертые штыки. И я всегда говорю родителям, один раз, мамочки, оденьте на себя колготки со слабой резинкой. И один раз дойдите до работы.
вы почувствуете, что испытывает ребенок, когда у него штанишки или колготки со слабой резинкой, когда они у него спускаются порой до колена, ребенок подтягивает, мучается, нервничает, начинает психовать. Вот один раз попробуйте, и вы уже такую ошибку не будете допускать. В шкафчике должна быть сменная обувь, одежда, нижнее белье, потому что после прогулок дети очень потеют, приходят потные, приходится их переодевать. Если они придут потные, футболка хоть отжимай. А в группе было проветрено, в раздевалке было проветрено, воздух прохладный. И вот в этой сырой футболке ребенок может быстро переохладиться. Значит, должна быть сменная одежда. Должны быть памперсы сменные, если у ребенка недержание, ну и слюнявчики, если ребенок страдает слюнотечением. Ну и, конечно, ортопедическая обувь. Ортопедическая обувь, которую назначает врач-ортопед или врач-невролог. Какие же формы сотрудничества педагогов и родителей? Ну, традиционные формы взаимодействия – это родительские собрания, лектории. Ну и другие формы – это памятки для родителей, оформление папок-передвижек, мероприятия, посвященные, например, традиционной неделе здоровья, проведение мастер-классов для родителей, проектная деятельность, фотовыставки, выпуски печатных газет и журналов, родительские клубы выходного дня, дни открытых дверей, создание сайта группы, совместная игровая деятельность, изготовление спортивного инвентаря для физкультурных занятий, спортивные мероприятия, привлечение родителей к обустройству площадок для прогулки. Вот давайте немножечко разберем. Вот обязательно в информационном стенде должны быть советы психолога для родителей, памятка для родителей. По происшествии первых дней жизни после рождения больного ребенка не изолируйте себя от мира. Справиться с чувствами легче, если соприкасаться с повседневной жизнью. Помните, родители, о том, что у вас есть друзья, родные, знакомые, что жизнь-то продолжается, и на больном ребенке она не останавливается. Не бойтесь обратиться за советом или за помощью. Получите от врачей всю информацию о возможностях вашего ребенка, на каком уровне развития он находится. Вот здесь, вот, к сожалению, часто приходят родители с больным ребенком, вот, например, с гемипарезом, и вдруг заявляют: а к школе это все пройдет. А кто сказал? Да врач сказала, все пройдет. Да не проходит детский церебральный паралич, последствия это все равно остаются. Это если легкая форма церебрального паралича, да, там корректируется, там ребенок, если еще дружит с головой, он будет выполнять движение правильно. А если у ребенка еще задержка психического развития, да где же это пройдет? Поэтому тут ошибка врачей в том, что они говорят, что все пройдет. Не пройдет это. Старайтесь чаще встречаться с родителями таких же детей. Но сейчас у нас мамочки очень любят, организовывают группы свои, встречи, общаются, получают информацию друг от друга, где, какую помощь можно получить, куда лучше в санаторий съездить, в каком санатории оказывают лучшую реабилитационную помощь, общаются между собой, встречаются друг с другом. Будьте открытыми и честными с людьми, если речь заходит об ограничении возможностей вашего ребенка. Не стыдите и не прячьте своего ребенка. Я никогда не забуду, была мама, ребенок с правосторонним поражением, со спастическим гемипарезом. Она придет и говорит все время, каждый раз: я так стесняюсь с ней ходить, а девчушечка такая приятная, белокурая, всегда аккуратно одета. Я так стесняюсь с ней ходить, выходить куда-то в люди, мне хочется ее спрятать под свою юбку. Мама, как вы можете говорить такое, да еще при ребенке? Разве можно стесняться своего ребенка? Есть такие родители. А есть родители, которые заходят в группу, ну прям в группе вспыхнуло солнце. Она заходит позитивная, с улыбкой, здоровается ребенок. Никакого стеснения.
Вот два разных отношения мам к своему ребенку. Поэтому не надо стесняться, не надо прятать своего ребенка. Выходите с ним гулять, выходите, если на инвалидной коляске, возите его на выставки, в кино, на концерты. Везде возите своих детей. Ребенок получает от этого массу положительных эмоций. Знакомую девушку недавно встретила. Идет со своим старшим братом. Брату уже 34 года, ДЦП, тяжелая форма. Он пришел в садик скрюченный, весь такой маленький, скрюченные руки, ноги, очень сложно раздвинуть, развести. Мама поставила перед собой цель. Я должна ребенка своего научить хотя бы ходить, хотя бы дома доходить до туалета на костылях. Вот представьте, здоровый мужичок будет ползком добираться до туалета. И эта мама сделала все, чтобы ребенок встал на костыли. Пусть потихоньку, пусть немного, но он идет своими ногами. И она своей дочери, младшей сестричке, сказала: если меня не будет, кто за ним будет ухаживать? Только ты. И я их часто встречаю, она везет своего брата в инвалидной коляске. Куда идете? Да мы сегодня идем в кино, в Макси, новый фильм там. Сережке надо показать новый фильм. Идет счастливая, что она везет своего старшего брата в кино. Родители, считайте своим долгом делать все, что возможно для вашего ребенка, но не допускайте, чтобы это стало основным занятием и смыслом вашей жизни. У вас есть семья. У вас есть другие дети, которых не надо забывать. Дети здоровые, они ведь тоже обижаются, что больше времени уделяется ребенку с патологией. Они тоже обижаются. И забывать об этом нельзя. Принципы, которыми необходимо руководствоваться в работе с детьми. Эти все тезисы можно использовать в информационном стенде в группы. Постоянная, упорная тренировка каждый день. Вот родители скажут: логопед дает задание, дефектолог дает задание, воспитатель дает задание учить держать ножницы. Все дают задания. А когда? А в бытовой деятельности. Вот пришли домой, найдите минуточку для ребенка. Пришли домой, готовите ужин. Посадите его рядом на стул. Только под стул не забудьте подставить подставку, чтобы ноги у ребенка были с опорой, чтобы формировалась опороспособность ног. Не забудьте ему напомнить про осанку. Ну-ка, все проверили осанку, все сели красиво. Не забудьте ему сказать: подними головку. Вот посмотри, на холодильнике я сегодня приклеила новую картинку. Подними голову, посмотри, что там изображено на этой картинке. Или посмотри в окно, какая сегодня погода. В другую сторону посмотри. Вот так вот ненавязчиво вы уже занимаетесь с ребенком. Чистите картошку, дайте несколько картошин, положите перед ребенком несколько картошин. Поставьте миску и тарелочку. Картошка в тарелочке. И вот пораженной рукой пусть он перекладывает картошку из одного места с тарелочки в миску. Вот на прошлом вебинаре был вопрос: как же ребенку давать задание, если у него поражена рука? Как же он будет держать палку? А как я все время говорю? Рука в руке, с помощью. Подошли, дали палку ребенку, здоровую руку, подошли к нему, раскрыли пораженную руку, пальчики, кисть раскрыли, пальчики выпрямили и дали подержать. Палку поднесли к руке, ребенок зажмет ее. Дали подержать эту палку, чтобы он почувствовал, что она твердая. Спросите, из чего она сделана. Она деревянная, она пластмассовая. Рука в руке, только помогая, чтобы палочку забрать у него, подошли, открыли кисть, пальчики раздвинули и взяли палку. Вот только так. Потихонечку, медленно. Конечно, время на это уходит, но время надо уделять, если ребенок у вас такой есть в группе. Активность и самостоятельность ребенка.
Родители могут помочь ребенку, но именно помочь, а не сделать за ребенка. Иногда смотришь, девочка неходячая, идут из группы на музыкальное занятие. Вот надо быстро маме сделать. Она ее схватила, на плечо взвалила и понесла. Да куда вы торопитесь? Ну, придете попозже чуть-чуть на это музыкальное занятие. Ну, дайте ребенку пройти хоть по коридору. Нет, надо быстро ребенка донести, дотащить, а ребенок уже большой, уже ноги достают до пола. И вот представьте состояние этой мамы, ее спина в каком состоянии. Не надо торопиться, надо дать ребенку самостоятельность. Пусть хоть несколько шажков, но сделает сам. Не торопитесь. Сознательная беспомощность родителей. Если вы что-то сделали за ребенка, вы отняли у него шанс научиться чему-то новому. Ну и задача должна быть выполнимой. Только после того, как вы освоите простые упражнения, усложняйте задачу. Вот такие памятки могут быть в информационном стенде. Папки-передвижки в раздевалке, они должны быть доступными, быть яркими, красивыми. Что может быть, какой материал в этих папках? Режим двигательной активности в детском саду должен присутствовать в этих папках, чтобы родители знали, когда, как ребенок, вот движение у него развивается, совершенствуется, где? На физкультурных занятиях, которые проходят 2 раза в неделю, на утренней гимнастике, подвижные игры в течение дня в группе и на улице во время прогулки. Воспитатель помогает ребенку, помогает ему осваивать движение, динамические паузы во время занятий и в перерывах между ними, динамический час в спортивном зале. Вечерами воспитатели с детьми ходят в спортивный зал, где проходят самостоятельные занятия на тренажерах, если они есть, катание на велосипеде, самокате, игры с мячом. Бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с ходьбой по массажным дорожкам. Физкультурно-массовые мероприятия, спортивные праздники, дни здоровья, спортивные соревнования, плавание в бассейне. Бассейн сейчас теперь вот новые садики строят. В каждом садике есть бассейн. Бассейн – это вообще благодатное такое влияние воды на организм человека. Ребенок расслабляется, ребенок спокойно может сгибать и разгибать руки и ноги, может двигать суставами. И музыкально-ритмические движения на музыкальных занятиях. Вот такой материал может быть в папке передвижки. Могут быть полезные советы о пользе катания на велосипеде. В интернете можно теперь много разного материала найти. О пользе катания на велосипеде, о пользе хождения босиком по песку, траве для детей с плоскостопием, с косолапием. Игры с мячом тренируют мышцы. Мяч вообще такая игрушка, которая тренирует огромное количество мышц рук, ног, развивает координацию движения. Дыхательная гимнастика, массажный мячик наш помощник. Темы можете придумать самые разнообразные. Традиционная неделя здоровья. В каждом садике, наверное, проводится такая неделя здоровья в начале апреля. И в рамках проведения традиционной недели проходят мастер-классы для родителей, встречи со специалистами. Родители могут посещать любое занятие, проводимое по расписанию группы. Большой популярностью пользуются самостоятельные занятия в спортивном зале для родителей с детьми. Двери кабинета всех специалистов открыты для родителей. В зале можно покататься на велосипеде, я уже говорила, на самокате, поиграть с мячом, походить по тренировочной дорожке, полазать по гимнастической стенке, попрыгать на ортопедическом мяче или полежать на мягких модулях. Здесь же можно получить консультацию у инструктора по физкультуре, например, о том, как научить ребенка правильно держать мяч или какие упражнения делать для укрепления брюшного пресса. Каждая группа может проводить свои спортивные мероприятия для родителей и детей. Проведение мастер-классов для родителей.
могут проводить как специалисты детского сада, например, массажисты, если они у вас есть, или медики, могут показать несколько приемов точечного массажа для укрепления иммунитета. А инструктор по физической культуре или адаптивной физической культуре рассказать о дыхательной гимнастике. Мастер-класс могут провести воспитатели, рассказав о пользе хождения по массажным дорожкам с привлечением детей. Дети с удовольствием покажут, как они ходят по массажным дорожкам, какие выполняют упражнения, не просто пройти, а ведь по массажной дорожке можно пройти, выполнив какое-либо упражнение, какое-либо движение, например, руки в стороны или руки вверх, руки на поясе, пройти с высоким подниманием ноги. Дети могут показать, какие упражнения они выполняют с ленточками, с палочками, массажными мячиками. Как одна из форм сотрудничества – это проектная деятельность. Родители, участвуя в проектной деятельности, в реализации проекта, являются не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов вовлекает родителей в воспитательный процесс, что, естественно, сказывается на результатах воспитательного процесса. Например, во время проведения традиционной недели у нас в садике, традиционной недели здоровья в садике проводился праздник в бассейне «Плыви мой кораблик». Родителям дано было задание вместе с детьми изготовить кораблик. Каких только корабликов не было сделано, и с какой любовью были сделаны кораблики. Из дерева, из пенопласта, из бутылок, из пластмассовых лотков. Целые флотилии кораблей отправились в страну здоровья. Как дети старались дышать, глубоко делали дыхательные упражнения, чтобы создать волны в бассейне. А потом все кораблики перенесены в выставочный зал, куда ребенок мог вместе с родителем сходить и еще раз посмотреть на свой кораблик и на кораблик своего друга и рассказывать, что этот кораблик я сделал с папой, а этот кораблик мне помогла сделать мама, а этот кораблик мама с папой вместе делали. Как важно для ребенка, когда делается все вместе. Могут в группах быть фотоколлажи, фотогалереи. Темы могут быть самые разнообразные. Летний отдых, прогулка зимой, прогулка в лесу, велосипед – это здорово. Мы любим игры с мячом, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, мама, папа, я, спортивная семья. Темы самые разнообразные. Спортивные праздники в рамках детского сада и группы. Цель таких мероприятий – пропаганда здорового образа жизни, привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада. Обычно такие мероприятия приобщаются к какому-либо празднику, Дню защитника Отечества, празднованию Всемирного дня сердца, а между прочим, завтра Всемирный день сердца празднуют, Дню защиты детей, Дню матери, теперь новый праздник – День отца. Такие праздники проводятся вместе с детьми. Дети могут быть участниками праздника, а могут быть зрителями или болельщиками. Вот, например, праздник, посвященный Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. Участники – родители и дети подготовительной группы. Там могут быть дети любой группы. На стойку прикреплен цветок здоровья с лепестками, хорошее настроение, движение, дыхание, питание, отсутствие вредных привычек. И каждый лепесток – это задание. Хорошее настроение – это исполнение песни вместе с музыкальным руководителем. Тут помогает музыкальный руководитель, где встречается слово «сердце». Движение – какие виды спорта полезны для сердца. Дыхание – учились правильно дышать. Еще раз напоминаю, как правильно дышать, учить ребенка правильно дышать, сомкнуть губы и вдох делать через нос.
а потом долго-долго выдыхать через рот. Хотите отдохнуть, делайте долгий-долгий выдох через рот. Питание. Какие продукты полезны для сердца? Отсутствие вредных привычек. Метлой выметали вредные привычки, курение, алкоголь, наркотики. Закончился праздник тем, что каждого участника угостили конфетой в форме сердечка. Такие праздники поднимают настроение, теснее становится контакт родителей и педагогов, контакт родителей и детей. Еще одна из форм привлечения родителей к обустройству прогулочных площадок. В летнее время на прогулочной площадке можно сделать тренировочную дорожку, которая состоит из коробов, наполненных песком, гравием, шишками, крышками от пластиковых бутылок, дорожку из пилов деревьев для развития координации движения, для перешагивания выложить дорожку из пластиковых бутылок, наполненных песком. Конечно, по такой дорожке нежелательно ходить босиком, потому что гуляют по территории и собаки, и подростки бегают, могут быть и стекла брошенные, и какие-нибудь острые предметы. Пусть ребенок проходит в ботинках, он все равно будет ощущать вот эти вот предметы. Песок сыпучий, шуршащий, шишки, такие они колючие, крышки от пластиковых бутылок. А в зимнее время можно сделать тренировочную дорожку «Льдинка». Вот сейчас мы посмотрим на тренировочную дорожку «Льдинка». Привлекайте родителей, они с удовольствием будут делать. Вот у нас в садике зимой была сделана такая тренировочная дорожка «Льдинка». Все из бросового материала. Вот мусорные мешки большие, разноцветные. Это у нас была льдинка. Заполнили снегом, заплели ей косички, нарисовали веселую мордашечку. И она встречала детей. Льдинки, сделанные из раскрашенной воды, водой залили всякие мисочки, налили воды, вынесли на улицу, они замерзли, разноцветные, красные. Брали на кухне отвар от свеклы, когда варили свеклы, можно акварельными красками или гуашью раскрасить воду. Потом эти льдинки обернули в целлофановые пакеты, завязали красивые бантики, расставили их и сделали такую зигзагообразную полосочку. Вот ребенок идет зигзагом между этими льдинками. Для перешагивания сделали вот такую вот дорожку из бутылок, заполненных разноцветной водой. То же самое замороженные вынесли на улице, все замерзло. Но их надо обязательно закрепить или к коврику, или коврику закрепить, пришили крепко ленточки, чтобы можно было привязать, чтобы при перешагивании вот эти бутылки, они не ускользали, чтобы ребенок не упал, не получил травму. Вот такие желтые мешки – это лучики солнца, ведь зимой тоже проглядывает солнышко. Дети подготовительной группы, старшей группы могут перешагивать через эти мешки. Перешагнули. А малыши, они могут сесть, посидеть на этом мешочке, отдохнуть, повернуться, сидя на мешке, дойти до другого мешка, снова посидеть, отдохнуть, повернуться, пойти до другого мешка. Вот это у нас была такая наподобие каната для хождения боком, приставным шагом или для перешагивания. Взяли старое покрывало, обернули его полосой от такого же мешка мусорного. И интересно, ярко дети с удовольствием перешагивают, встают на этот канат, ходят по нему. Была сделана такая вот дуга для прохождения под ней. 5-литровые бутылки заморозили с водой, поставили в ведра, обернули зелеными мешками. Интересно.
дети с удовольствием ходили. И вот еще такой момент. Из мешка вырезали квадратики, в них вложили или мягкие мячики, или снежки, сделанные из нетканки, и играли с льдинкой веселую игру «Попади в меня». Вот можно привлечь родителей к такому интересному, увлекательному мероприятию оборудования своей площадки. Здесь дети и приседают, и перешагивают, и ходят боком, и целятся, тренируют меткость. И еще у нас были бутылки, маленькие бутылочки, наполненные водой, привязанные к ним ленточки, и дети бегали на перегонки. Кто быстрее добежит до определенного места. Очень увлекательное такое мероприятие. Дети с удовольствием здесь играют. И воспитатель видит, что дети заняты. И на такой тренировочной дорожке решаются коррекционные вопросы, улучшается движение детей. Родители должны быть не зрителями и наблюдателями, а активными участниками в жизни ребенка в детском саду. Только партнерские отношения родителей и педагогов смогут сделать жизнь особенного ребенка в детском саду интересной, увлекательной, приносящей пользу как физическому, так и психологическому здоровью ребенка. Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья, здоровья вам, вашим детям. Любите своих детей, обнимайте своих детей. Это все вам вернется. Всем творческих успехов в работе. Подорова Ольга Ремовна. С уважением к вам.